Ежегодный перечень Росздравнадзора изъятых из оборота запрещенных препаратов пополняется новыми наименованиями. Это значит, что обозначенные лекарства больше не будут реализовываться на территории России. Однако куда деваются из аптек закупленные ранее? И не получается ли так, что где-нибудь по-прежнему потихоньку допродают? Найти ответ на этот вопрос мы решили, совершив контрольную закупку. Проверили сеть столичных аптек на наличие запрещенного лекарства от бронхита Эриспал. Эриспал. Пятца, окей. Эриспал с производства сняли, вот он даже из анализа аптек. С продажи Эриспал сняли в феврале этого года после 40 лет использования не только в России, но и во многих других странах. Приостановить реализацию препарата решил сам производитель после лабораторного исследования. Проинспектировав 4 аптеки Эриспал мы не обнаружили, зато обыскали его аналог Эпистат, который тоже числится в списках запрещенных. Эриспал выпить. Эриспал? У нас есть Эриспал, жидкая это вот это Эриспал. Эпистат. Сатария. Бронхорасширяющий препарат Эпистат является вторым по счету лекарством от кашля, которое отозвали из российского рынка вместе с турецким препаратом Эриспирус и французским Эриспал. Причина такого решения видна прямо на упаковке. В них содержится фенспирид, который может вызывать нарушение сердечного ритма. Лекарства с фенспиридом воздействуют в основном на дыхательную систему, снижают спазмы в бронхах, убирают воспаление, выводят мокроту. Обратная сторона – нарушение сердечного ритма. Противопоказание серьезное. По мнению врачей, именно на фоне приема фенспирида возможно развитие одного из опасных видов аритмии, когда сердце не успевает нормально отдохнуть и насытиться кислородом. На территории Республики Ингушетия не было выявлено побочных действий именно от этого препарата или от этого действующего вещества. Но раз производитель посчитал нужным снять его с производства и выявил какие-то риски в каких-либо территориях, то мы просто должны его снять и все. Незаконная реализация запрещенных препаратов грозит нерадивым продавцам административной ответственностью. Контроль за этим осуществляет региональный Росздравнадзор. Если на сегодняшний день есть такие аптеки, у которых в продаже, в реализации есть те или иные препараты, они должны знать, что они подразумевают за собой штрафные санкции, что при их обнаружении у них будет административное правонарушение. Данный препарат должен был быть возвращен поставщику или уничтожен. Тем не менее, сегодня в российских аптеках остаются еще 8 препаратов, которые содержат это опасное вещество, не говоря уже о ряде других лекарств с неблагоприятным соотношением польза-риск. Даже обычная таблетка от головы, по мнению врачей, может привести к последствиям, если применять ее слишком часто. Есть препараты, которые отпускаются в аптеке без рецепта врача. Это вот такие же препараты, как нурофен, цитрамон, пенталгин, всевозможные капли карвалола, там, валерианка, валидола, нитроглицерина. Значит, эти препараты, которые, ну, допустим, этот нурофен. Нурофен применяется для снятия боли и снижения температуры тела. Его можно использовать одномоментно или там один раз, когда это случайно произошло и снялась эта боль и прошли эти мероприятия. Но если у вас часто в течение дня даже повышается температура до высоких цифр, головная боль от приема нурофена не проходит, то употреблять в дальнейшем эти препараты не следует. Нужно обратиться к врачу, обследоваться и после этого по назначению применять препараты, которые необходимы для вашего организма. Тем временем врачи еще раз напоминают, назначать самому себе лечение нельзя, даже при простом, казалось бы, кашле. И любым сомнительным таблеткам лучше предпочесть безопасную альтернативу. Но для начала необходимо проконсультироваться с врачом. Жардат Хулхоева, Марбек Мержоев, Новости 24.